После решения Си Цзиньпина реформировать религии, Коммунистическая партия Китая нанесла огромный ущерб мусульманам уйгурского региона. К сносу и демонтажу мечетей китайские власти прибавили реконструкцию мусульманских святынь в образе буддийских храмов. Кроме уйгуров и других тюрков, исповедующих ислам, антиисламская политика Пекина коснулась и мусульман Хувэй. Китай в этом контексте не страшится угроз западных стран и продолжает проводить в регионе бесчеловечную политику угнетения. В социальной сети появилось видео, на котором китайские власти сносят купол и минареты мечети Нандун, расположенной в центральной части провинции Хэнань. В рамках плана по китаизации ислама, принятого в 2014 году, Пекин издал указ о сносе мечети, построенной в начале правления династии Мин. История мечети насчитывала около 6 столетий. Уйгурская диаспора обратилась в Министерство иностранных дел Турции с просьбой о помощи Хамидулле Вали, который был задержан властями Саудовской Аравии во время совершения умры. Задержанный не смог вернуться на родину в связи с карантином и в общей сложности провел в Саудовской Аравии 9 месяцев. Срок действия его визы составлял 90 дней. Хамидулла был задержан силами безопасности Саудовской Аравии 20 ноября. Саудовские правоохранители заявили, что Хамидуллу могут экстрадировать в Китай. Мужчина опасается, что в случае возвращения его отправят в концлагерь или вовсе убьют. От имени уйгурской диаспоры с просьбой вывести Хамидуллу Вали в Турцию в Министерство иностранных дел обратилась Ассоциация мониторинга прав человека в Восточном Туркестане. Лидер канадской оппозиции Эрин О'Тул пообещал занять более жесткую позицию по отношению к Китаю, включая возможность бойкота ряда товаров, произведенных в Поднебесной. О'Тул также заявил, что в случае избрания лидером страны собирается последовать примеру США и запретить импорт продуктов, произведенных в Восточном Туркестане с использованием принудительного труда. 2 месяца назад Соединенные Штаты ввели запрет на импорт продукции китайских компаний, замешанных в трудовой эксплуатации уйгуров. Соединенные Штаты запускают механизм экономического и коммерческого диалога с Тайванем. В соответствии с соглашением, стороны будут проводить ежегодные встречи для развития сотрудничества в области информационной безопасности, производства полупроводников, инвестиций, науки и технологий. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая и предостерегает иностранные государства от официальных контактов с островом. Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин заявил, что Пекин выступает против экономического диалога между США и Тайванем и призвал администрацию Вашингтона прекратить любые официальные контакты с островом. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в субботу с участниками переговоров между официальным правительством Афганистана и руководством Талибана. Переговоры прошли в столице Катара Дохи. Оценив достигнутый прогресс, Помпео призвал стороны продолжить конструктивный диалог. Глава Госдепартамента США подчеркнул важность сокращения насилия, разработки политического решения кризиса и всеобъемлющего прекращения огня. Он заявил, что афганский народ имеет право на жизнь в мире и безопасности после 40 лет войны и кровопролития.